Добрый вечер. В эфире «Региональные вести». В студии Лариса Шамаева. Главные события понедельника. Будущее республики. Десятки реализованных проектов и тысячи добрых дел. За каждым из этих результатов стоят энергия, ответственность и желание приносить пользу обществу. В Грозном прошло масштабное празднование Дня молодежи с участием главы региона Рамзана Кадырова. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова продолжает оказывать поддержку. Поддержка оказывается тем семьям, которые сегодня особенно нуждаются в заботе и внимании. Переселенцам без оползневой зоны вручили денежную помощь. Туристический бум. Чистый воздух и горные пейзажи, они никого не оставят равнодушным. В Ножаюртовском районе стартует новый сезон горных путешествий. В Москве состоялось заседание 23-го съезда партии «Единая Россия», где выступил Владимир Путин. Участие в нем приняла делегация из Чеченской Республики, в которую вошли председатель правительства региона Магомед Даудов, руководитель администрации главы правительства субъекта Галас Таймасханов, вице-премьер Ахмед Дудаев, министр сельского хозяйства Висхан Мацуев, министр автомобильных дорог Иса Тумхаджиев, а также представители регионального отделения партии. Глава государства в своей речи обозначил основные направления внутренней и внешней политики, подчеркнул важность реализации социальных и экономических программ, выполнения государственных обязательств и развития ключевых отраслей экономики. Отдельное внимание было уделено поддержке семей, укреплению традиционных ценностей и повышению качества жизни граждан. Съезд «Единой России», нашей ведущей политической партии, проходит сложное, можно сказать, судьбоносное для страны время. В период коренной системной трансформации всего мира. Мы видим, что множатся региональные конфликты, возникают все новые искусственные препятствия для нормального, взаимовыгодного сотрудничества государств и народов. Это касается экономики, технологий, науки и даже культуры и спорта, в целом гуманитарного взаимодействия. При этом Россия испытывает грубое, можно сказать, без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут, пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту, тоже не получается. Вот продолжают поощрять киевский режим, который выбрали в качестве тарана в борьбе с Россией, не жалея украинский народ, который и режим-то отступает по всей линии боевого соприкосновения. И потому перешел к откровенно террористическим действиям. А как можно еще назвать целенаправленные удары по мирным жителям, по гражданским объектам и практически открытую вербовку внутри нашей страны отщепенцев для совершения диверсий и терактов. Запад всего этого предпочитает не замечать. Не замечает. И в то же самое время вводят именно против нас все новые, незаконные, подчеркну, санкции. Молодежь – это не просто будущее, а полноценный двигатель перемен уже сегодня. Наука, бизнес, спорт и волонтерство. Более чем в 20 организациях молодые люди находят применение своим талантам. Во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева прошло масштабное празднование Дня молодежи, где чествовали лучших. Виновников торжества поздравил глава региона. Репортаж Мадины Кураевой. Аплодисменты не смолкают несколько минут. В зале Дворца торжеств имени Дагуна Амаева те, кто уже сегодня определяет будущее республики. Торжественное мероприятие, посвященное Дню молодежи России, объединило сотни представителей молодого поколения со всей республики. В числе почетных гостей глава региона Рамзан Кадыров.
Молодые жители региона успешно реализуют себя в науке, спорте, волонтерстве, предпринимательстве и общественной деятельности. За этими успехами системная работа. Только с начала года Министерство Чеченской Республики по делам молодежи организовало более 700 мероприятий. Сегодня в регионе действует 20 молодежных организаций и один центр, где работают свыше 7 тысяч человек. Молодежь составляет одну из самых многочисленных социальных групп республики – более 550 тысяч жителей. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить День молодежи России, который символизирует энергию, творческий потенциал и стремление к лучшим переменам у нашего молодого поколения. Отмечая этот значимый день, мы в первую очередь вспоминаем нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова Далгат Обалдольцин. Он, как никто другой, понимал важность правильного воспитания подрастающего поколения, ведь именно они определяют будущее всего народа. Молодежь Чеченской Республики – живое доказательство того, что трудные страницы истории не ломают, а закаляют характер. Сегодня они уверенно шагают ногу со временем на мировых аренах, победы и единоборства в культуре, бережное соединение национальных традиций с современным кодом. В науке и образовании, успехи на олимпиадах. Кроме того, молодежь активно участвует во всероссийских форумах, реализует значимые проекты и достигает высот в избранных сферах. Все наши достижения были бы невозможны без вашей всесторонней поддержки, Рамзан Ахматович. Следуя заветам великого лидера чеченского народа, в регионе созданы лучшие условия для комплексного развития молодежи. Самую деятельную помощь организации мероприятий и поощрению талантливых ребят оказывает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат Хаджи Кадырова Далгат Обалдольцин под чутким руководством уважаемой Майи Несины Кадыровой. Я искренне поздравляю, Рамзан Ахматович, вас, как лидера молодежи и всех молодых ребят Чеченской Республики с этим днем. Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо нашего региона и страны. Обращаясь к участникам торжества, Рамзан Кадыров поздравил молодых людей, подчеркнув важность сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей и любви к родине. Поздравляю вас с Днем молодежи России. Первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров говорил: нам нужна думающая, образованная, здоровая духом и телом молодежь. Эти слова Ахмат Хаджи сказал, но он более 20 лет назад. Они остаются актуальными. Молодые кадры сегодня занимают ответственные должности и хорошо справляются с задачами. Уверен, что наша молодежь станет самой умной, самой образованной, самой здоровой в мире. Желаю вам благополучия и исполнения всех желаний. Ахмат Сила Аллаху Акбар. Особое место в программе заняла церемония награждения. Благодарности и почетные награды получили молодые люди, которые добились высоких результатов в различных сферах и внесли значительный вклад в развитие республики. Министру Чеченской Республики по делам молодежи вручили медаль памяти Ахмата Хаджи Кадырова. Указом главы Чеченской Республики за личный вклад в дело первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмат Хаджи Кадырова, безупречную работу награждается медалью памяти Ахмат Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики, Висмурадов Рамзан Абузайдович, министр Чеченской Республики по делам молодежи. После официальной части праздник продолжился большой культурной программой. Свои номера зрителям представили победители и лауреаты фестиваля «Студенческая весна». Не менее тепло зрители встретили и выступление команды КВН «Юристы», обладатели Кубка фестиваля на приз первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Молодые юмористы представили новые миниатюры и вызвали в зале немало улыбок. Завершился вечер выступлением народных артистов Чеченской Республики Майрбека и Зары Хайдаровых и награждением ведомственными наградами отличившихся сотрудников и студентов. Сотни молодых людей, десятки реализованных проектов и тысячи добрых дел. За каждым из этих результатов стоят энергия, ответственность и желание приносить пользу обществу. Именно таких активных и целеустремленных юношей и девушек сегодня объединил праздник во Дворце торжеств имени Дагуна Аймаева. Мадина Кураева, Мосар Хаджиев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика.
Основанный в 2004 году фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова за 2 десятилетия шагнул далеко за пределы республики. Под руководством Аймани Несиевны организация стала настоящим мостом помощи. От покупки продуктов до строительства жилья и восстановления школ. Бойцы на передовой, мирные жители в Газе, дети-сироты, люди с ограниченными возможностями. Все они получают адресную поддержку. Подробнее об истории масштабной гуманитарной миссии фонда в сюжете Медины Мударовой. Этот разговор Малики Идаловой дается тяжело. Женщина не может сдержать слез, вспоминая тот вечер, когда мартовские паводки разрушили все буквально за считанные часы. До последнего они надеялись, что стихия обойдет их стороной. Сегодня эта семья начинает все заново уже в новом доме. Здесь просторные комнаты и все необходимые условия. Otai ärjäkan telkar varger dandechka wahila ton pyro washer ton de boshman nekte qabados ta hum hayy saqir to yegi hum harnos ocha hekshay translet boyanyo soyo chakhlega asmatri bi arbaqan igel harbaqar bados qiyul hum tashay goskeler to hayy zara sadir to hala de sho by pachpatne Tronchuda akrosamprela chuda metikala sevia egant hala sumar gubeka son wa khoisha trevi egant seit ahmakhla so wa khaita alhamdulillah dal khastam buboqas khastam binatsayo way pacha ramzan ahmat chuna barka ala tunana barka ala utkhaba wiskhawaj allah da dikant biqan bolta da trayestog da витит да док хастит. И таких счастливых историй много. Наводнения и паводки мало кого пощадили, в том числе и семью Айны Хамаевой. По незамедлительному поручению главы Чеченской Республики и финансовой поддержки президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевны в Гудермесском районе построили целые районы из добротных кирпичных домов с ремонтом, мебелью и благоустроенной территорией. Всего 143 дома, 100 из них в Новом Биное. قيتش عباش عقش قيتش عدوش لوش حيلش حاج سات لديوش لاتي يوق شرح تاج ولق كذا تعدي قويات تلفون دي قول سات كي قودر سات ثاني جيت سعوش سيخ اتبر بعد سحن بتن شحتا وتقول ده ريز خلصنا هي ترخص دماش تاني تون دال ماله ده الساعة دول قش أترم زاني تون هشتل دول هتون هتروق إلو خيجيهم تغيجي تقدرتون أتصلخص وش مشتل واقعين تحصو أي ماني إيش سوسن جان هو دش إيش شيء فون دير يو دالي دقيا يويل دال وين رمضان مسن ولو بتشح وش Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова был основан 28 июня 2004 года. Его руководителем на протяжении многих лет является Аймани Несиевна Кадырова. За 22 года от благотворительной организации жилищные условия улучшили более 15 тысяч семей. Для них выделено и построено свыше 8 тысяч квартир и домов. Еще 7 тысяч помещений полностью отремонтировано. Финансовую помощь на лечение, образование и паломничество получили более миллиона жителей республики. Колоссальный объем поддержки направлен в гуманитарную сферу. Это 13 миллионов продуктовых наборов, 200 тысяч комплектов одежды и 1 миллион голов крупного рогатого скота. Параллельно возведены и обновлены десятки школ, больниц и мечети, а в распоряжение организации передано более 1 300 000 единиц оборудования и транспорта. За 22 года, конечно, о проделанной работы фондом говорить много, и времени не хватит. Но я бы хотела подчеркнуть, что фонд, он охватил все сферы жизнедеятельности нашей республики и не только, потому что благотворительность, деятельность фонда, она давно на международном уровне. Это миллионное количество людей, которые получили всестороннюю помощь от фонда в решении различных проблем. Фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова, да, он изначально, когда он создавался, как я и говорила, это была главная цель помочь нашему народу, который только-только
выходил из руин войны, только восстанавливался. Наша республика была вся разбита войной. Но с годами, со временем фонд он стал известным во всем мире. И сегодня география той деятельности, той благотворительной деятельности, которую охватил фонд, она богата. Я бы хотела от лица всех жителей, от лица всех тех, кто получил эту помощь, выразить огромную благодарность президенту фонда Аймане Несиевне, главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу за их безграничную любовь, уважение и добрых дел, которые они оказывают сегодня на светлом пути Ахмата Хаджи Кадырова. Продовольственная помощь регулярно раздается во всех районах Чеченской Республики. Нуждающиеся семьи и те, кто остался без кормильца, люди с ограниченными возможностями. Всем им благотворительная организация оказывает всестороннюю помощь и поддержку. Региональный общественный фонд Готтера-Одотхон Ахчанца Юамукшалш Дюнда Готадешсайна Халха Малхиталмана Одениртхот Дересхил Элода Суэмалинсина. دائما مرخة غربة قديق أختدعان غوقلا قاشلير خيتير قوي خذ خيط بقدر ديت ويبحثوا دائما غيل شنيختير قوي حاجة حاج دائما هندو حردوش دال شادي كانت بيقم بول دال مكشل إيس أهتولويلتن دال قبل سادول ديتن قديق دعنا داس وسخنا دال ليتن دمسكنا رعوشتو دال قبل سادول أيمن ناديريت تقوق تنقتيل ديعتنق دال ساد يرشدين وش خسيتي خشدين أيمانينا رمزانينا واش هو أعمل حاجة ترفض الفاندي باي ورمان نحن أيماننا يدار سقوط سا بوي مصر وروديش أوشبو. Беспрецедентная акция оказывается сначала специальной военной операции. Наши бойцы обеспечиваются всем необходимым благодаря фонду. Также уделяется внимание и мирным жителям освобожденных территорий. Более 28 тысяч тонн продовольствия доставлено на территорию проведения спецоперации. Для оснащения медучреждений закуплено оборудование, инвентарь и медикаменты. Благотворительная организация на регулярной основе оказывает материальную помощь сотрудникам правоохранительных органов региона, которые находятся на Украине. Мы, бойцы спецназа «Ахмат», выражаем искреннюю признательность главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову, президенту фонда имени Ахмат Хаджи Кадырова Аймане Несиевне Кадыровой за постоянную заботу, внимание и оказываемую помощь. Акции распространяются далеко за пределы не только региона, но и страны. Всесторонняя помощь оказывается палестинцам в секторе Газа. Продуктовая помощь, вода, палатки для временного размещения, финансовая помощь сиротам и больным, медучреждениям, оплата труда врачам и учителям. Также за счет фонда восстановлена мечеть. Функционируют общеобразовательные учреждения. В преддверии знаковой даты благотворительная организация отметила масштабные акции. Материальную помощь получили 100 нуждающихся семей регионов, в каждой из которых есть человек с ограниченными возможностями здоровья. Данные заявители к нам обратились буквально недавно, вот можно сказать, это текущие заявления. Наша комиссия их рассмотрела и вынесла положительный ответ. Данные заявители не обратились первый раз. И диагнозы, к сожалению, очень тяжелые. В основном это дети с тяжелыми неврологическими, онкобольные. Диагнозы тяжелые, к сожалению. И все они должны выехать за пределы республики на лечение. Квоты по ОМС, по ВМП они получили от Минздрава Чеченской Республики. Для многих семей эта поддержка по-настоящему значима. Люди искренне благодарят руководителя фонда Аймане Несиевну за заботу, внимание и постоянную помощь, которая приходит в трудные моменты. Такую поддержку мало где оказывают. Я горд тем, что у нас в нашей республике наш глава оказывает такую помощь. Начиная с того, что с 2009 года мне была оказана такая помощь сильная, то, что меня отправили в Москву на лечение сам глава республики по моему диагнозу онкологии. Хочу поблагодарить Рамзана Ахматовича и Аймане Несиевну за их огромнейшую помощь, которую они оказывают каждый день всем нуждающимся людям республики и за пределами.
ويبشن رمزان فوجو دق قدر قناخ أرى خمشي يوعان بدر دشتك بمعرفش إن الله رئيس. Но самая большая награда для этой благородной и великой без преувеличения женщины не общественное признание, а видеть счастье в глазах еще одного человека, и неважно, какой национальности и вероисповедания. Это только малая часть тех добрых дел, что сделала Аймани Несиевна. Благотворительные акции проводятся регулярно. Ни один нуждающийся не остается без внимания, за что народ признателен и благодарен президенту регионального общественного фонда. Медина Мударова, Адлан Хусаинов и Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. В Грозном продолжается реализация благотворительных программ, инициированных региональным общественным фондом. Особое внимание уделяется не только решению острого жилищного вопроса, но и дальнейшему сопровождению семей. Очередную адресную поддержку получили жители района таунхаусов. Подробнее в нашем следующем сюжете. В рамках акции каждой семье были переданы конверты с денежными средствами. Для многих жителей такая помощь уже не первая. Ранее, благодаря поддержке регионального общественного фонда, они смогли улучшить свои жилищные условия и получили благоустроенное жилье, полностью готовое для комфортного проживания. Как отмечают организаторы, после решения жилищного вопроса семьи не остаются без внимания и продолжают получать необходимую поддержку. ورجال общественный фонд رعامل عجز الغاز والقبول ويسون بايت أخشن ساعدو أو تنقى وشقة عشق باغر واشت أخوين ما خائرة هور دياني يرسن ويقع دوايج أخشن ساعنا شتو بدك بتاني مصر كيا برياش ونمانيو ساعدة تسويتش واتس ديريس ولا الوردو ومخدين رمزان أغمادا ويشان ويفون كيدل غويولو ومخدين أمانون دال ديكن سبيقا بولتر دال شيدو عدول سرمالي الواشت. Среди получателей помощи Чаук Вахаева. В районе таунхаусов она живет уже 2 года. Как и другие семьи, женщина постепенно обустраивает свой быт. По ее словам, такая поддержка помогает справляться с повседневными расходами и дает уверенность в завтрашнем дне. Поддержка малоимущих и остронуждающихся семей остается одним из основных направлений деятельности фонда. На постоянной основе реализуются благотворительные акции, направленные на оказание материальной помощи, решение социальных вопросов и повышение качества жизни жителей республики. Жители комплекса поблагодарили главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова и президента регионального общественного фонда Аймани Несиевну Кадырову за внимание, заботу и оказываемую поддержку. По их словам, подобные акции помогают семьям справляться с жизненными трудностями и чувствовать постоянную поддержку. Адресная финансовая помощь остается одним из ключевых направлений благотворительной деятельности регионального общественного фонда. Поддержка оказывается тем семьям, которые сегодня особенно нуждаются в заботе и внимании. Дени Хамидов, Хусейн Мурдаханов, Вести, Чеченская Республика. Опыт Грозного сохранения традиционных ценностей представили на международной арене. По поручению Рамзана Кадырова Хасмагомед Кадыров принял участие во Всемирном конгрессе «Объединенные города и местные власти в Марокко». На Генеральной ассамблее ОГВМ Евразия в Танжере мэр чеченской столицы рассказал зарубежным коллегам о региональной модели укрепления Института семьи и общественного согласия. Это крупнейшее международное мероприятие проводится раз в 3 года с участием руководителей местных и региональных органов власти со всего мира. В завершение своего доклада градоначальник пригласил участников посетить республику, чтобы лично познакомиться с ее культурой и достижениями. Международный аэропорт столицы республики на 3 дня меняет режим работы. Это вынужденная, но необходимая пауза. Строители завершают финальный этап масштабной модернизации взлетной полосы. Чтобы в будущем воздушная гавань могла принимать любые лайнеры без исключений, сегодня приходится жертвовать комфортом. Но для пассажиров уже придумали альтернативный маршрут. Рабиат Гатиева продолжит. Международный аэропорт имени Ахмата Хаджи Кадырова приостановил прием и отправку рейсов на 72 часа. Ограничения ввели с 7 утра 28 июня до 7 утра 1 июля. Причина – заключительный этап реконструкции. Строителям предстоит соединить действующую взлетно-посадочную полосу с новой, возведенной с нуля. Этих 3 дней пассажиров теми же условиями, чтобы могли летать. Есть договоренность с аэропортом Магаз по обеспечению внутренних рейсов
наших грозненских, у них в аэропорту. Мы выбрали Магаз, потому что он ближе и удобнее будет для наших пассажиров. Авиакомпания «Ютер» осуществляет трансфер и вылеты международных рейсов. Мы их не останавливаем в Владикавказа, потому что там могут обслуживать международные наши рейсы. Технологический перерыв критически важен для обеспечения герметичности стыка финального слоя асфальтобетона и безопасности полета в будущем. Все внутренние рейсы теперь будут осуществляться через аэропорт города Магаз, а международные через Владикавказ. Отправление от автовокзала «Западный» в Грозном строго за 3 часа до времени вылета, указанного в билете. Провоз багажа на трансфере осуществляется без дополнительной платы. При посадке достаточно предъявить паспорт и посадочный талон. Большая просьба пассажира будет быть внимательным к времени вылета, к времени выезда с Грозного и времени вылета с Магаза. Если кто-то своим ходом выезжает в Магаз или Владикавказ, чтобы были уже ко времени регистрации на месте. Пассажиры воспринимают временные неудобства с пониманием. В сложившейся ситуации большинство отмечают, что готовы скорректировать планы ради масштабного обновления инфраструктуры. Нас предупредили обо всех изменениях, которые будут происходить в расписании. Тема оповещения работает очень хорошо, быстро, качественно. Будет обеспечен трансфер бесплатный. Это услуга аэропорта. В принципе, все работает в штатном режиме. Мы довольны. Новая взлетно-посадочная полоса протяженностью более 3000 метров станет фактически новым сердцем воздушной гавани. После ввода в эксплуатацию Грозненский аэропорт сможет принимать все типы воздушных судов без ограничения по взлетной массе. С 1 июля аэропорт вернется к штатному расписанию. Полная реконструкция, как ожидается, превратит авиаузел в один из самых современных транспортных хабов Северного Кавказа. Рабиат Гайтиева, Александр Кацулов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Всего 3 часа пути вместо городской суеты вас встречают горные вершины, ущелья и реки, которые текут в такт с ветром. На Жаюртовском районе открывается новый сезон путешествий. Туристические базы готовы принимать гостей, а маршруты становятся все разнообразнее. Наш корреспондент отправилась в горы, чтобы показать, где можно отдохнуть душой и телом. 3 часа дороги. Ровно столько нужно, чтобы сменить шум города на звуки горной реки. Чтобы оставить позади привычный мир и оказаться там, где облака цепляются за вершины. А время измеряется не минутами, а закатами. На Жаюртовском районе туристические тропы вновь начинают оживать. А значит, начинается новый сезон горных путешествий. Одной из первых точек маршрута каждого путешественника становится всесезонный курорт Биной. Посетить это прекрасное место можно хотя бы из-за его расположения. База отдыха построена среди лесных массивов в живописном ущелье. А вот эта самая река Ясси. Именно на ее берегу расположился всесезонный курорт Биной. Сюда чаще всего гости любят спускаться вечерами, слушая щебетание певчих птиц с теплой чашкой чая. На территории комплекса расположены гостевые дома различной вместимости, семейные коттеджи, беседки, ресторан и пространство для активного досуга. Вся территория базы занимает 26 гектар. Есть летний пруд для купания и смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на протекающую реку. Уже существующих фрейм-стиле у нас 17 домов. В летнее время у нас очень популярна пешие походы, активный отдых. И отсюда с ночевкой можно пойти на пешие походы. У нас уже разработаны порядка 10 пеших походов. Река Ясси разделяет территорию комплекса на 2 совершенно разных мира. На одном берегу привычные и уютные домики, где есть индивидуальные системы отопления и кондиционеры, благоустроенные территории и привычный городской комфорт. А на другом же настоящая история. Глиняные дома, знакомые многим чеченцам с детства, сохранили атмосферу прошлых лет. Здесь можно почувствовать быт предков и увидеть, каким был горный чеченский край много лет тому назад. А следующая точка позволяет увидеть горы во всем их величии. Курортный дом Ашани расположен на высоте 1300 метров над уровнем моря. Чем выше поднимаешься, тем шире становится горизонт, и тем меньше кажется человек на фоне окружающих гор. Отсюда можно посмотреть и Виденский район. Дарго, Центровой видно отсюда. Отсюда можно посмотреть и Андийский хребет.
Дом рассчитан на большую компанию и оборудован всем необходимым для комфортного отдыха. 4 просторные спальни, крытый бассейн, парилка и множество зон отдыха на обширной территории. Это все позволяет гостям наслаждаться природой без отказа от привычного уровня комфорта. Но самое большое преимущество данного дома – это, конечно, природа вокруг. Чистый воздух и горные пейзажи, они никого не оставят равнодушным. Еще одна достопримечательность находится прямо перед глазами. Отсюда уже открывается вид на скалу, которую местные прозвали «Плачущее сердце». Суровый каменный массив словно нависает над ущельем, а его очертания породили десятки легенд. Совсем скоро добраться до него станет значительно проще. Сейчас здесь продолжается строительство лестницы к вершине скалы. Уже возведено около 300 ступеней. По оценке специалистов, по завершению работы их количество составит порядка 3400. А это уже одна из самых известных туристических точек Ножоюртовского района. База отдыха Ахкитей давно стала местом притяжения для гостей со всей страны. История данной местности, она очень интересная. Еще в 1924 году местный житель Хадисов Сейд Али назвал данный участок Ахкитей. Ах – это с чеченского «чистая горная вода», а Те – это мост. Сюда приезжают туристы из различных регионов России, а также из-за рубежа. Одни ищут новые приключения, а другие возвращаются снова, чтобы еще раз увидеть знакомые пейзажи. Самое важное – это, наверное, чистый воздух, памятные фотографии, памятные видео, провести время с семьей на тишине от городской суеты. Комплекс предлагает гостям комфортное размещение, высокий уровень сервиса и разнообразные возможности для отдыха на природе. Сегодня туризм в субъекте переживает новый этап развития. Появляются современные туристические объекты, прокладываются маршруты, строится инфраструктура. Но главным богатством региона по-прежнему остаются сами горы. Они не меняются веками. Однако каждый раз открываются путешественникам по-новому. Рабиат Гайтиева, Алисхан Кацулов, Магомед Бараханов. Вести. Чеченская республика. Вопросы по географии, логические головоломки и отдельный блок, посвященный чеченской литературе. Так в столице отметили двухлетие одного из самых необычных женских проектов. Его главное правило – здесь нет профессионалов, а команды собираются прямо за игровыми столами. Кто одержал верх в интеллектуальной борьбе, расскажем в нашем следующем сюжете. В Грозном состоялась интеллектуальная игра «Леди Квиз», приуроченная к двухлетию проекта. За это время викторина объединила десятки любительниц интеллектуального досуга, став площадкой, где знания, командная работа и дружеское общение сочетаются с атмосферой праздника. Мы стараемся как-то радовать, с одной стороны, вас всех здесь сегодня собирающихся, с другой стороны, надеемся, что какую-то пользу приносим этим проектам. 2 года мы стараемся тянуть его. И я надеюсь, что вы не остаетесь равнодушными к тем усилиям, которые мы прилагаем. Еще раз всех нас, всех вас с этим замечательным сегодня днем, с нашим двухлетием. В этот раз участницы собрались в кофейне «Кофе Буст», где их ожидали несколько тематических раундов. Команды отвечали на вопросы по мировой географии, проверяли знания в логических заданиях, разбирали интересные факты, а также приняли участие в социальном блоке «Даймох», посвященном истории, культуре и традициям Чеченской Республики. За эти годы мы провели почти 50 игр. И можно сказать, что у нас есть люди, которые из игры в игру приходят стабильно, регулярно. Есть люди, которые втягиваются в процесс и потом уже становятся, так сказать, нашими уже участниками постоянными. Я бы сказал, что за это время мы изменились, мы больше стали вопросы делать на местную тематику. Потому что если вначале у нас были вопросы более такие школьные, что называется, да, там география, история, литература, что-то. Сейчас мы стараемся больше вопросов на логику, много знаний, на знание родной истории, географии, вообще природы родного края, потому что мы увидели, что участницы больше хотят знать о своей родной республике. Главной особенностью «Леди Квиза» остается его формат. Здесь нет профессиональных игроков. Участие может принять любая желающая. Команда формируется как из подруг и коллег, так и из участниц, которые знакомятся уже во время игры. Такой подход позволяет не только проверить эрудицию, но и найти новых друзей, научиться работать в команде и интересно провести свободное время. Интеллектуальные игры сегодня становятся все более популярными. «Леди Квиз» — это возможность не только проверить свои знания, но и почувствовать настоящий командный дух.
Здесь важна каждая правильная версия, а победа складывается из эрудиции, логики и слаженной работы всей команды. По итогам всех раундов победу в интеллектуальном состязании одержала команда «Леди Босс», в состав которой входили представительницы Союза женщин России по Чеченской Республике. Участницы продемонстрировали высокий уровень эрудиции, слаженную командную работу и уверенно справились с заданиями в различных тематических блоках, завоевав первое место в юбилейной игре. В данной игре мы обычно не готовились. Мы просто приходим отдыхать, узнаем для себя много нового. Никто из нас не готовился, но в конце, к концу игры мы уже понимали, что, скорее всего, мы выиграем. Организаторы отметили, что за 2 года Леди Квиз стал не просто интеллектуальной игрой, а настоящим женским сообществом, объединяющих людей с разными профессиями и интересами. По их словам, проект продолжит развиваться, привлекая новых участниц и предлагая все больше тематических встреч, направленных на популяризацию интеллектуального досуга, расширение кругозора и сохранение интереса к истории и культуре родного края. Дани Хамидов, Хусейн Мурдаханов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Короткие таймы, но эмоции, как на большом стадионе. В Серноводске прошел турнир, где юные футболисты доказывали, что возраст не помеха для настоящей борьбы. Команда из 3 населенных пунктов разыграли награды в 2 возрастных группах, а итоги оказались неожиданными. Со спортивной площадки Ахмед Рамазанов. В Серноводске прошел большой спортивный праздник. Региональное отделение партии ЛДПР организовало турнир по футболу, приуроченный ко Дню молодежи. На зеленом газоне встретились те, для кого спорт – это жизнь, а футбол – главная страсть. Соревнования объединили юных спортсменов из 3 соседних сел, хозяев поля Серноводска, а также команд из Самашек и Асиновской. Чтобы борьба была максимально честной и зрелищной, участников разделили на 2 возрастные категории – младшую и старшую группы. Согласно регламенту, каждый тайм длится 10 минут, однако за это короткое время юные футболисты демонстрируют захватывающую игру, стремясь поразить ворота соперника. Жажда победы, командный дух и бескомпромиссная борьба на каждом участке поля. Ребята выкладывались на все 100%. Никто не хотел уступать, а накал страстей порой не уступал матчам профессиональных лиг. Видя вот этот драйв и вот эту энергичность в глазах нашей молодежи, мы же со своей стороны, как со стороны партии, должны помогать максимально тому, чтобы проводились такого рода акции, проводились они часто. Для этого нужно, с нашей стороны, мы должны обновлять площадки футбольные, также поддерживать местных тренеров, поддерживать спорт в Чеченской Республике. И мы будем делать максимально все для развития молодежного, детско-юношеского спорта в регионе. Хотелось бы выразить благодарность от всей Либерально-демократической партии России, а также от себя лично я хочу выразить большую благодарность главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову за предоставленную возможность, за предоставленный плацдарм для проведения такого рода мероприятий. Напряженная и красивая борьба на турнире определила победителей и призеров в обеих возрастных категориях. В младшей группе абсолютным лидером стала команда из Самашек. Серебряные награды завоевала сборная Тулом из Серноводска, а замкнули 3 лидеров представители села Асиновское. Не менее драматично развивались события и в старшей группе. Здесь золото также забрали футболисты из Самашек. 2 место в ходе серии после матчевых пенальти вырвала команда Толом, а бронза досталась коллективу из Асиновской. Триумфаторам вручили кубки, медали, грамоты и ценные призы. Первое место в футбольном турнире, приуроченном ко Дню молодежи под эгидой партии ЛДПР, вручается и достается этот кубок за первое место команде из Самашек. Вручаем, пожалуйста, капитан. Игроки остались довольны. Достойные соперники и честная борьба оставили море позитивных эмоций. Организаторы отметили, что подобные турниры не просто популяризируют здоровый образ жизни, но и укрепляют дружеские связи между молодежью соседних районов. Праздник спорта в Серноводске завершился общим памятным фото, а юные чемпионы уже строят планы на будущие реванши. Ахмед Рамазанов, Адлан Хусаинов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.